От мороза на ярмарке и артисты впустились в пляс. Ранним утром, когда только сюда приехали, на улице было -20. Товар на эту площадку на Имашево привезли 150 машин. В ассортименте гуси и утки к новогоднему столу, свежее молоко, яйца и рыба. Хорошего качества товар и очень хорошие продукты. Цены нормальные тут. Можно кое-что купить все равно. Не было и 9 утра, как среди покупателей появился Фарид Мухамедшин. Оделся по погоде. Несмотря на мороз, на ярмарке ажиотаж. Говядину привезли, 2 туши привезли. Вот аллахашка, чуть-чуть осталось. Фариду Мухамедшину рассказывают, местные овощи тоже на расхват. Только теперь картошку и морковь приходится укрывать. Хорошо берут овощи, капуста особенно, нашу нормунку любят. Морковь очень сочная, свекла сочная, вот именно за ней только приходят. Сельхозярмарки в Татарстане добрая традиция. Система четко отлажена, говорит председатель Госсовета. Выбор богатый. Люди благодарят и говорят, к Новому году можно практически все виды мяса купить, и птицы, и животноводческую продукцию. Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сегодня тоже побывал на ярмарках в Авистроительном и Кировском районах Казани. В последний раз в 2020 году торговля здесь должна пройти 26 декабря, но Алексей Песошин предложил перенести его на следующий день, воскресенье, ведь суббота объявлена рабочей. Еще одно предложение от казанцев – продлить ярмарки после Нового года. Министр сельского хозяйства вопрос обещал проработать. У нас есть шатровые ярмарки, которые работают каждый день практически. Там у нас доступ всем желающим фермерам открыт в любое время, в любой день, хоть выходные. Они у нас работают всегда. А пока ярмарки на улице, из районов везут самый теплый товар. Особым спросом сегодня на ярмарке пользовалась продукция из войлока. Предприниматели из Верхнеуслонского района привезли вот такие замечательные чуни, валенки и даже дамские шляпки. Я делаю все своими руками из шерсти мериноса. На шляпке у меня идет австралийский меринос, а чуни и валенки мы делаем из российского мериноса. С начала года на таких ярмарках в Челнах, Нижнекамске, Казани и близлежащих поселках Новая Тура и Осиново жители купили 1000 тонн мяса, чуть меньше, 705 тонн сахарного песка, 230 тонн молока и больше 20 тысяч тонн овощей. И только по Казани доход от реализации продукции составил почти 500 миллиарда рублей. Юлия Гоголева, Ильшат Мухаметов, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100. Болгар радиосының 8-ші милли музыкаль премиясын топшыру тантанасы. Пирамида концертлар залынан турдан тура трансляцияны ТНВ Татарстан, ТНВ Планета, ВКонтактедагы Болгар радиосының рәсми төркемендә карагыз. Һәм Болгар радиосында тыңлагыз. 12 декабрь, 18 сәгатьтә.